короче, забабахал, короче, вот такую стойку. Вообще проткнул до дна. И вообще капитально сейчас стало. Вспомнил, что у меня рейка там на улице. Ну что, газку. Вот, будем кипятить водички. Все, чай закипел. Сейчас я буду заваривать и по-новому поставлю кипяток. Все. Так. Все, ништяк, что ништяк. И туда бахнем один пакет. Вполне достаточно. Все. Это на ночь нам хватит до утра. А утром уже дома попьем. Вот так вот. Сейчас я по-новому схожу за водой и по-новому поставлю кипятить вторую банку кипятка. Так, это термос. Конфеты еще вот такие. Гусиные лапки или... Так, топ-шлеп какой-то. Но он похож на гусиные лапки. Вот такой вот, как с халвой. Что-то вот в этом роде. Очень похоже. Так, это туда пока. Сейчас будем открывать консервы. Раньше такие консервы я, не поверите, ящиками брал. Просто вот ехал в город, покупал целый ящик, и тоже лотерея. Бывает, попадают очень хорошие консервы, очень много мяса. Бывает, ну, не очень, так скажем. Вот. И буду заваривать, ребят, такой
консервы вот с макаронами, вот эти, вот такая тарелка, вот сейчас прикупили тоже с женой, мы ездили, не помню вот это, где я это взял, где мы это брали, где же это мы брали-то, где же взяли-то мы это, вспомнить никак не могу, это мы брали, знаете где, в Макси, в ленте. Точно. Вот такая посуда, нержавейка. Он легкий, из-за этого я... И не такой слабый. Он крепкий. Вот. Точно там мы покупали. Ну, давайте откроем сперва консервы, посмотрим. Какой на вид вообще. Старый мой убитый нож. Но рабочий еще. Он еще себя в деле отлично показывает. На улице ветер, а у меня здесь тепло. Не поверите, но тепло. Потому что, как сказать, ой, ветер не попадает, обшит рубероидом все это дело. И ух ты, очень жирный. Вот такие консервы. Не знаю, как желе я вижу. Давно уже не ел. Мяса, конечно, маловато, сразу скажу. На первый взгляд. Но бульончик сделает. Угу. Нормально. Вкус, главное, самое главное, вкус хороший. Ну и забодяжим роллтон. Вот. Всю эту фигню туда тоже. Многие критикуют, конечно, меня. Очень сильно критикуют, что я вот роллтон покупаю, беру в магазине. Но, блин, это у каждого свое решение, что покупать. Так, ну что, глянем, что тут вообще у нас. В принципе, все туда закинем. Ну, консервы, конечно, хилые сейчас. Не скажу, если сравнить, что было 10 лет назад, блин, ну вот шматок мяса есть. Это курятина. Вот. Нашел наконец-то. Желе я обожаю. Да, и кушать уже хочется. Не, как было тут мясо. Смотрите, морковь. Вон. Для тех показываю, кто ни разу не ел. Многие на этих консервах и живут. Блин, ветер. Порывы такие, но у меня крыша еще не закрыта, ничего. И ну да, все. Закинут, да, вот целая тарелка у нас получается. Вот смотрите. Залью водой и получится хороший вкусный суп. Пока кипяток не закипел, я расскажу вот про одну историю из своей жизни. Ну и, наверное, уже в походах своих я на второй избе это рассказывал. Мы
когда я работал в лесу у частного предпринимателя, бывало ездили мы на пожары, тушить пожары, когда тайга горела, лес горел. И один раз мы с ночевкой поехали бригадой, там лесник был, там несколько лесников, наверное, рабочих, и мы рабочие тоже. Мы сутки там пробыли, и так получилось, что вот нескольким человекам пришлось еще остаться. И я как молодой, меня сразу, не раздумывая, сразу оставили. Вот, и лесник вот в этом, наверное, живет. Как же, Богородская вроде, или Богородская, или Большелуга. Лесник Иний Сашка вроде как. Ну, должны, кто вот из своих подписчиков, кто рядом живет, там смотрят из Богородска, из Большелуга, из Сторожевска, с разных сел. Передайте привет Инию Сашке. Наверное, если не ошибаюсь, так, фамилия Иней. Может, и ошибаюсь. И, короче, тоже вот нам, когда ехали мы на пожар, нам давали сухпаи. Сухпаи это, получается, консервы, тушенка, еще какие-то консервы. И мы еще брали вот такие роллтон брали мы. И готовили что-то там, ели. И помню, вот этот Сашка, у него еще солдатский котелок был. Блин, солдатский котелок. И он давайте, говорит, сделаем супчик. Давайте, говорит, сделаем супчик. Хочется что-то жидкое. И до сих пор мне вот это, как я ел вот этот суп. Просто вот мы в этот котелок закинули тушенку и закинули этот бич-пакет. И побольше воды туда мы налили, и получилось как суп. И знаете, вот мы с хлебом вот это ели, и, блин, это же, во-первых, быстро, и слюни пошли, блин, так понравилось мне вот. И до сих пор я вот, ну, этот роллтон, как бы, вот, этот роллтон, ну, многие готовят так вот, скажем, как второе. Бывает готовят, сейчас я готов, бывает, ем, не ломаю его, просто вот так разбавляю водой, и получается она длинная, и вилкой я ем, ну, очень нравится. И бывает в жидком виде, как суп, можно также сделать. Вот когда вот бывает грипп, проходит там, уже ты болеешь там неделю, там лежишь с температурой. И в конце этой болезни проявляется аппетит. У кого на что тянет. Кого-то тянет на рыбу, кого-то еще тянет на что. Ребят, меня тянет к этому бич-пакету. Если после болезни вот этого гриппа или ОРЗ захотелось мне жидкого бич-пакета, значит я пошел на выздоровление. И, ну, блин, я рассказываю, как бы, что происходит в жизни, и у всех так. Поверьте мне, вот, я не призываю покупать эту химию и есть всем. Это каждый решает сам, есть или нет. А вот после болезни, любой болезни, когда аппетит проявляется, кого-то тянет, может, на кашу, может, на сок какой-то, может, на рыбу какую-то, вот. Блин, у каждого разные вкусы. Вот. И тем более в таких походах, вот, на скорую руку разбавил, съел, и все нормально. А вот это уже будем готовить дома. Вон они, сегодняшние птицы, которые вот добыли. Они мелкие, конечно, но очень вкусные, поверьте. Вот они какие. Но на вид они, не скажу, что они слабые, крепкие. Бывают дохлые вообще утки. Ну и, блин, вот как бы
ради своих зрителей, вот я как бы хожу вот и на охоту весеннюю или еще. Но честно признаюсь, мне вот охота на уток, ну, становится неинтересным. Я не знаю почему. Раньше, когда пацаном был, в школе учился, дед мне давал оружие и охотился, и после армии охотился. Домой редко приходил, все время на охоте. А с годами как-то все вот становится, ну, неинтересной охотой это на уток. Боровая дичь это уже другое. Это во-первых, интересная охота, а во-вторых, боровая птица не сравнить с уткой, очень вкусная. Вот, но, к сожалению, тоже вот боровой птицы очень мало становится у нас в наших краях. Вообще стемнело на улице, тьма, ночи темные еще. И это говорит о том, что в любой момент могут быть еще снегопады. Вот, ветер, как сказать, огонь. Ветер огонь так гоняет и долго не закипает. Конечно, крышка еще надо, вот для этой тарелки крышка надо, но у меня нету. И у меня пластиковая посуда такая была. У меня пластиковая посуда была, как сказать, но она просто, я в рюкзаке, когда как на буране ездил, сейчас в рюкзаке она просто вот лопнула, трещина пошла. И он хороший, с винтовой крышкой. И туда можно там залить эти еду или хорошая посуда была. Вот. Ну, вечером было тихо, а сейчас вот ветрено становится. Сегодня будем испытывать эти нары, как ляжем, отдохнем. Закрыть еще надо, вот это еще. И пару часиков надо отдохнуть. Опа. Ну вот. Хреново, что нету у меня этой крышки. Очень вкусно, ребят, поверьте. В тайге любая еда вкусная. Любая. Кулики кричат, а уток нету, тишина. Пусть томится. Крышку бы, блин, какую. Доску можно, конечно же, подложить на... Не, нормально, пусть так будет. Вот такой действительно супец получилось тоже вот у меня. Обалденно вкусно, поверьте. Вот попробуйте дома и сами скажете, что это вкусно. Консервы, во-первых, жирная она. Жирная. Вкусная. И вкус передается вот, когда ты разбавляешь с этим роллтоном, да. Не скажу, что вот именно с роллтоном. Можно с макароном, с вермишелем, спагетти там приготовить. И ко всему он подходит. Но мяса, конечно, сейчас не так много ложат, как раньше. Я и говорю, как лотерея. Там я ящиками, когда брал, там бывает попадает хороший ящик, там консервы хорошие, а бывает и вот как здесь. Здесь мяса меньше. Вот. Ну что, будем пробовать. И
Сейчас наемся и буду спать, отдыхать. Именно в жидком виде очень вкусно. Раньше, когда вот этого Ролтона не было, ну, в таких походах, бывает, консервы берешь, сухомятку консервы с хлебом съел, чай попил и дальше ждешь утра. А сейчас вот за 5 минут такой суп можно сварить. Все, больше снимать эту еду я не буду. Наснимался уже. Показал, как я приготовил быструю еду, быстрый ужин. Сейчас я спокойно буду дальше есть. Очень вкусно. Ну что, ребят, вот такой домик получилось у нас. Многим интересно, как я буду здесь на новых нарах ночевать, так сказать. Ну, отдыхать. Сейчас покажу. Первое это включим газовую горелку. О. И эту горелку ложим вот сюда. Снизу, чтобы нас грело. Вот. Надеюсь, видно. Жар идет вверх. А сами будем ложиться вот сюда. Надо бы, конечно, здесь еще этот, как же, коврик. Но я не подумал об этом. Так, первый раз. Так, нормально хочу я лечь на нары. Опа. О, видите, как все происходит. О, хорошо. Вообще класс. Еще ниже спущусь. О, вот так вот. Под поясницу этот поджопник. Самое главное, это поясница. О. Ну и все. Будем отдыхать. Примерно 2 часа.